Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире главного национального канала передача «Новый день». Сегодня на календаре 13 января, среда, мы начинаем. По традиции мы хотели бы начать, конечно же, с погоды. По данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в 6 часов утра центральные Улусы минус 49, минус 51, днем минус 41, минус 49. Заречье минус 48, минус 54, днем ожидается минус 47, минус 49. Южные Улусы минус 33, минус 35, днем минус 29, минус 30. Вилюйские Улусы минус 48, минус 52 утром и днем ожидается минус 36, минус 43. Нижнеленские Улусы минус 45, минус 46, днем минус 41, минус 42. Западные Улусы минус 37, минус 44, днем минус 29, минус 37. Колымо-Индигирские Улусы минус 41, минус 50, днем ожидается минус 31, минус 42. Янские Улусы минус 49, минус 54, днем ожидается минус 36, минус 48. Северо-западные Улусы минус 34, минус 41, днем минус 32, минус 38. В Якутске в 6 часов утра температура воздуха 50 градусов холода, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, слабый ветер. Днем ожидается минус 46, минус 48 градусов. Сегодня объявлены актированные дни с 1 по 11 классы. В связи с установлением низких температур наружного воздуха в округе, в городском округе учащиеся с 1 по 8 класс переходят на дистанционное обучение с 13 по 18 января, сообщает пресс-служба администрации города Якутска. Далее мы хотели бы передать слово нашим коллегам из информационной службы новостей. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Районы Якутии готовятся к вакцинации от коронавируса. Первое в этом году селекторное совещание с главами районов провел накануне Айсан Николаев. Он поручил руководителям районов подготовить пункты вакцинации от коронавируса в медучреждениях, сделать списки вакцинируемых, организовать выезд бригад в крупные промышленные предприятия. Практика уже показала особенности в вакцинации. Она имеет ярко выраженные особенности. Это анкетирование, врачебный осмотр, обязательное соблюдение холодовой цепи. На одного пациента тратится от 40 до 60 минут, сказал Айсан Николаев. В связи с экстремально низкими температурами на автозимниках образуется наледь и повышается вероятность несчастных случаев. Об этом предупреждает служба спасения республики. По данным Минтранса региона, наледи отмечаются на автозимниках Арктика, Индигир и Мома. По состоянию накануне полностью открыты 10 автозимников. Также открыты 30 участков на 6 ледовых трассах. Действуют порядка 40 ледовых переправ. Россияне с этого года будут получать специализированную, в том числе высокотехнологичную медпомощь бесплатно. Это следует из новых правил госгарантии, которые вступили в силу. В новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением. Ранее мероприятия авансировались из фонда обязательного медстрахования в размере не более 50%. Теперь они получают платежи до 100% вне зависимости от объема оказанной помощи и могут расходовать эти деньги на текущие нужды. Вакцину Якутского научного центра «Хатубакт» применяют коневодческие хозяйства Новосибирской области, Алтая и других регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона. «Хатубакт» реализовал ветеринарные вакцины на 3 миллиона рублей в 2020 году. Разработана вакцина против мыта лошадей. Это инфекционная болезнь, распространенная особенно среди молодняка. Аналогов этих вакцин нет в России, рассказал директор центра Михаил Неустроев. По словам ученого, около 42% кобыл в Якутии не дают приплода. Распространенной причиной этого являются инфекционные болезни животных.
Уже вторую зиму Леонид Валитов из Екатеринбурга, массажист по профессии, но художник по призванию, радует своих соседей гигантскими рисунками на хоккейном корте. Для создания снежных картин мужчина использует всего два предмета – рисунок и лопату. Он создает эскизы в фотошопе, делает разметку, а затем переносит ее на корт. Ради своего хобби Леонид даже жертвует сном. Мужчина рисует картину ночью, поскольку в такое время на корте безлюдно. Кроме того, снег ложится ровным слоем, что значительно упрощает процесс. Работа над одним стандартным рисунком занимает до 5 часов. После первых же рисунков я увидел, что соседи очень заинтересовались этим, поскольку они видят со своих окон эти рисунки, и это поднимает им настроение. Они делятся своим восторгом в комментариях, хвалят. Это очень приятно, это очень греет и вдохновляет на дальнейшее продолжение творчества такого. Сегодняшняя идея посвящена насущной проблеме, но я постарался, как обычно, выразить это в более юмористической форме. Да? Это зверек, изображение которого я нашел в сети и подумал, глядя на него, поскольку он машет рукой, прощается с кем-то, я решил приурочить это к прощанию с ковидом, которого мы все ждем. Показ кинокартины якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало» стартует в кинотеатрах страны 18 февраля. Главная героиня фильма – знахарка, отшельница. Ей немного за 40. Люди избегают ее, но в то же время приходят к ней за чудом в надежде на исцеление. Фильм режиссера получил гран-при фестиваля «Кинотавр» в прошлом году, а также стал обладателем приза зрительских симпатий 18-го международного кинофестиваля «Меридианы Тихого». Кроме того, 18 января картину представят в Норвегии на международном кинофестивале. Мы следим за развитием событий. Всего доброго и удачного дня. Спасибо большое нашим коллегам из информационной службы новостей, а далее наши новости. День, который сегодня отмечается жителями всего мира как последний день уходящего года, на Руси был известен под старым названием «Щедрец». Последний год по старому стилю – день рождественских святок. Праздник этот был очень любим в народе и знаменовался рядом древних традиций. Так в Щедрец обязательно накрывался богатый стол, неотъемлемым элементом которого была свинина. Люди верили, что это жирное и сытное блюдо обеспечит хороший урожай и благополучие на весь год. Перед тем, как сесть за праздничный стол, надлежало развлечь народ специальными песнями-щедровками, которые тоже приносили удачу и процветание. Якутская кинолента «Пугало» Дмитрия Давыдова выходит в широкий прокат с 18 февраля по России. Напомним, в прошлом году впервые в истории фильм из Якутии вошел в конкурсную программу фестиваля и стал его главным триумфатором, забрав гран-при. Исполнительница главной роли Валентина Романова Чискыры получила награду как лучшая актриса. И приз имени Даниила Дондурея гильдии киноведов и кинокритиков России также достался «Пугалу». В этот раз работа Давыдова снова на передовой. «Пугало» первым из якутских фильмов выходит в широкий прокат в России. Также сегодня, в 1977 году, в Кентсбери, графство Кент, Великобритании, родился Орландо Блум. Стать актером Орландо решил в 9-летнем возрасте, когда он узнал, что Супермен, актер Кристофер Рив, был не настоящим. Вот что он говорит по этому поводу. «У меня тогда была любимая девочка, и я мечтал, что я полечу и спасу ее. Когда же я узнал, что Супермен – это актер, то сразу понял, что это для меня. Поэтому играть я пошел из-за женщин». Также сегодня день рождения отмечает Ниргуяна Шадрина. Родилась в селе Балагур Амгинского района в 2002 году, окончила якутскую студию Высшего Московского театрального училища имени Щепкина. С 2002 года является актрисой Сахакадемического театра имени Платона Алексеевича Аюцкого. Что ж, и вы, наши дорогие телезрители, можете в прямом эфире поздравить ваших любимых родственников, друзей и прочее по номеру WhatsApp 8 914 279 22 62. Обязательно зачитаем в прямом эфире. Что ж, а далее у нас гороскоп. Верите или нет, это ваше дело, но послушать стоит.
Для овнов хорошее время, чтобы просчитывать ситуации на несколько ходов вперед и начинать активно действовать. Проявите гибкость, уделите больше внимания домашним делам и отношениям с членами семьи. Занятия спортом, прогулки или шопинг помогут поднять вам настроение. Тельцы. На этот день постарайтесь запланировать дела, которые вы откладывали до лучших времен. Возможно, поступление важной информации. Сегодня больше доверяйте своей интуиции. Вечер постарайтесь провести в уединении, избегайте компаний и общения, даже в интернете. У близнецов день обещает быть насыщенным. Возможно, исполнение того, о чем вы давно мечтали. Не избегайте общения с друзьями, именно благодаря им в вашей жизни возможны положительные перемены. На работе и дома ищите нестандартные пути решения проблем. Раки. Если вы хорошо потрудились вчера, ваши усилия будут оценены по достоинству. Однако коллеги или начальство могут попытаться проверить уровень вашей профессиональной подготовки. Будьте к этому готовы. Львам сейчас нужно проявить жесткую дисциплину и внимательность. К своей цели вы будете продвигаться медленно, но уверенными шагами. Стоит воздержаться от новых договоренностей. Некоторые перспективы вам могут показаться заманчивыми, но нужно как следует взвесить все «за» и «против». Девам придется проявить немало активности, чтобы достичь положительных результатов. Если вам приходится иметь дело не с союзниками, а с противниками, попробуйте прийти к мирному соглашению хотя бы на время. Не стоит действовать в спешке или под влиянием сильных чувств. Весы. Не торопите события и не принимайте поспешных решений. Творческий подход к любому делу обещает, если не полный успех, то, по крайней мере, достойный результат. В разговорах с близкими людьми нужно контролировать эмоции. Избегайте конфликтов, споров и заключения пари. Скорпионы. Не тратьте время на то, чтобы кого-то переспорить, в чем-то убедить. Доказывайте на деле, что правда на вашей стороне. Эмоции могут заглушить голос разума, и из-за этого вы можете совершить ошибки. Спокойно изучайте ситуацию и терпеливо налаживайте отношения с людьми. Их помощь вам вскоре может понадобиться. Стрельцы. Для достижения хороших результатов нужно действовать самостоятельно, не полагаясь на окружающих. Это избавит вас от многих волнений и напрасных надежд. Вечером возможен конфликт со старшими родственниками. Одинокие представители этого знака могут рассчитывать на судьбоносную встречу. Козероги. Этот день подходит для решения вопросов делового характера. Нужно организовать эффективное сотрудничество с окружающими людьми. Общение может привести к неплохому результату. В финансовых вопросах стоит проявить сдержанность и воздержаться от покупок, в которых не особо нуждаетесь. В это время у водолеев появятся новые перспективы, касающиеся работы. И хоть ясности еще не будет, нужно быть готовыми к переменам. Возможно, пока не все ваши идеи будут находить поддержку у окружающих, и это может вызвать обиду и раздражение. Однако скоро все переменится, и недруги станут друзьями. Рыбы. Данный период потребует большой ответственности и высокой работоспособности. Для того, чтобы воплотить в жизнь свои планы, сначала придется закончить все ранее начатые дела и подвести определенную черту под уже выполненной работой. Делайте то, что подсказывает вам сердце. Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор. Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, 3-й этаж. Мы воплощаем ваши заказы в жизнь, изготавливая ордена, медали, значки и памятные знаки, чтобы вы могли увековечить знаменательное событие в своей жизни или истории предприятия. Драгоценности Якутии. Впервые в Якутске стильные роскошные шубки из натурального меха от крымской меховой фабрики Do It Fur. Новая коллекция. Все изделия из канадского сырья. Модницы Якутска, нам есть что вам предложить. Улица 50 лет Советской армии, дом 3. Торгово-выставочный центр Сахабулт. Также сегодня отмечается День российской печати, и мы решили позвать к нам в гости главного редактора районной газеты «Ленский вестник» Марию Олесову. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте, дорогие. Как у вас настроение? Отлично.
Хорошо. Первый вопрос, конечно же, относится к вашему юбилею 80 лет. Как вы отмечали? Но в связи с тем, что наш юбилей выпал в тяжелый период пандемии, 20 октября должны были отметить юбилей нашей газеты, мы не стали его отмечать никак официально. Мы его перенесли на первый квартал этого года. Надеюсь, что мы сейчас воплотим все наши идеи и предложения по празднованию юбилея нашей газеты. Мгм. Я тоже на это очень надеюсь. И хочу спросить вообще в общем целом за 2020 год, как он для вас прошел? Ну, как и для всех, как и для всей страны, как и для всей республики, для жителей. Конечно, этот год был непростым, но я не могу сказать, что для нас он был очень печальным, Мгм. потому что все-таки, если у нас в январе был тираж 1514, то конец года мы завершили с тиражом 1544. Я М, думаю, что это очень хороший результат. Конечно. Наоборот, когда началась пандемия, да, наши читатели стали больше, значит, нас читать, выписывать, реализовываться наша газета. Так что я считаю, это ну, неплохой Это результат. действительно да. Но это является приростом, правильно, читателей? Вот Да, для тех да. изданий, которые в 2020 году потерпели, наоборот, уменьшение читателей, посоветуйте, в чем же ваш секрет? Ну, мы всегда старались объективно относиться к тем событиям, которые происходят у нас в районе, в республике, в стране. И мне кажется, все-таки районки, они более приближены к народу простому, к Мгм. каждому читателю. И мы описывали, мы писали о том, как организуется дистанционное обучение, допустим, да, как проходит онлайн занятия и какими интересными увлечениями наши жители Ленского района начали интересоваться, делать. Вот мы писали про пятилетнего мальчика, который научился шарлотку делать, про пятилетнего мальчика, который научился читать, допустим, да, шить маски. Ну вот Мгм. такие вот интересные какие-то истории мы выхватывали. Мы охватили все поселения, конечно же, наш город Ленск. И мне кажется, вот это вот привлекло все-таки наших читателей, Мгм. заинтересовало. И мы активнее стали продвигаться в социальных сетях. У нас увеличилось количество подписчиков в Инстаграм. У нас теперь 5481 подписчик. У нас Отлично. есть группа в WhatsApp. И, конечно же, вот это вот тоже охват аудитории от самой молодой и до пожилой мы всех, надеюсь, охватываем. Да, ну то есть получается ключ к успеху, да, ваш секрет это то, что Мгм. вы во время пандемии именно охватывали внутренние вопросы больше, чем внешние, правильно? Да, но тем не менее мы все события, все законы, указы, мы это растолковывали нашим жителям. Все комментарии специалистов, комментарии, все, что делали наши главы, Мгм. руководители, мы все это доводили. И в связи с тем мы это преподносили как бы в нашем ключе, простым языком. Мы Мгм. еще очень много рассказывали про предпринимателей, как им пришлось тяжело. И когда только началось, мы запустили акцию «Все вместе», Мгм. и мы бесплатно в газете, у нас в группе WhatsApp и в Инстаграме публиковали их объявления, допустим, по доставке, да, Мгм. как работают они. Вот эти вот все телефоны. Раньше все это было платно, а все это мы бесплатно проделали. А вот именно что вы немножко прошлись, да, по тем моментам, которые вы осветили. Вот самые которые моменты, которые вы запомнили, да, за 2020 год. Расскажите, о чем вы говорили и что было резонансным? Ну, конечно, 2020 год был годом Великой Победы, 75-летию Великой Победы был посвящен. Мы очень много материалов сделали про ветеранов труда, ветеранов тыла, ветеранов войны, конечно же, воспоминания о детях войны. Это очень понравилось нашим зрителям. А так как мы широко не
праздновали 9 мая, мы запустили «Бессмертный полк» на страницах нашей газеты и в Инстаграм. Это очень понравилось нашим читателям. И прошлый год, 2020, у нас был юбилей района. Мы очень много рассказывали историю района. И это тоже нашло отклик в сердцах наших читателей. И, конечно же, пандемия. Вот эти вот 3 наших главных вопроса, которые мы освещали. Которые вы осветили в полной мере. Мария, и напоследок, да, на 2021 год какие планы? 2021 год у нас, конечно, большие планы, наше руководство, но и вообще мы сами понимаем, да, что бумажные газеты — это, конечно, очень хорошо, но нам надо широко внедряться в интернет-пространство. Для этого наше руководство Сахапечати разрабатывает единый сайт. У каждой районной газеты будет свой сайт, там будет свой инсайт. Конечно, мы будем продвигаться в социальных сетях во всех. И надеемся, для нас, конечно, это будет что-то новое, но мы пока начали пробовать, но надеемся, что и молодежь, которая пользуется социальными сетями, будет нас достаточно читать. активно. Мария, большое спасибо за то, что вы были участником нашей утренней передачи. Еще раз поздравляю с Днем российской печати. Желаю только успехов. С праздником, коллеги. Спасибо. С праздником. После Нового года в Сочельник на Рождество начались святки. Как, согласно традициям, принято гадать на будущее. Большинство воспринимает подобное как одно из развлечений, а кто-то и вправду верит в мистические предсказания. Мы решили напомнить вам о нескольких способах гадания, которые пользуются популярностью на протяжении последних нескольких десятилетий. Смотрим. Обычно святки наступают между Рождеством и Крещением. Начинаются они 6 января на рождественский сочельник, а заканчиваются 18 января. Считается, что именно в эти дни открыта информация о будущем человека. Большинство из обрядов можно проводить дома, однако подготовиться нужно заранее, купить необходимые атрибуты и позаботиться о том, чтобы никто не мешал. Говорят, что самым правдивым гадания являются вечером 6, 13 и 18 января. В полном одиночестве напишите на бумажках 12 сокровенных желаний, от глобальных и философских до вполне материальных и конкретных. Сверните каждую и положите под подушку. Следуя примете древних славян, необходимо соблюдать несколько важных правил. Распустить и хорошо расчесать волосы, снять все украшения, включая обручальное кольцо, и спать в эту ночь в противоположной стороне кровати. Утром левой рукой достаньте из-под подушки 3 бумажки. Именно эти желания и сбудутся. А этот классический вариант гадания на святке известен еще нашим предкам. Итак, выберите книгу для гадания, она не должна быть новой, и положите на обложку левую руку. Закройте глаза и задайте вопрос. Откройте книгу в любом месте наугад. Прочитайте строку, которая начинается под большим пальцем левой руки. Это 1-2 предложения. Если ответ не совсем очевиден, не стесняйтесь и еще раз переспросите. Это допускается. Знаете, зачем на самом деле зажигают свечи на торте в день рождения? Чтобы вы могли сконцентрироваться на главном в жизни. Это что-то вроде короткой сакральной молитвы или медитации с вполне конкретной точкой отсчета. Отличный способ разобраться в собственных желаниях. Не случайно это один из главных инструментов в период святочного гадания. Существует несколько способов святочного гадания на свечах, на горящем пламени, на дыме и на растаявшем воске. Конечно, дело здесь не в волшебной свече, а в вашем воображении, которое и будет трактовать предсказания. Классический способ святочного гадания на свечах – зажечь фитиль, освободить голову от дурных мыслей и негатива. После того, как вы почувствуете, что расслабились, сконцентрируйтесь на главном вопросе и переверните свечу в миску или тарелку с водой. Растаявший воск моментально затвердеет в причудливой форме. Эти изображения и есть картинки вашего будущего. Это как игра в ассоциации. Подумайте, что конкретно для вас значит этот цветок, птица или силуэт. Такие гадания довольно интересные и осуществимые. Если даже вы не верите в такие предсказания, то таким образом можно просто необычно и весело провести время с подругой или друзьями. При этом соблюдайте меры предосторожности.
И помните, что бы вам ни выпало в гадании, хорошее сбудется обязательно, а в плохое верить не стоит. Бойцы Якутии в лиге Хабиба Нурмагомедова. Вот такая вот замечательная новость. И у нас в гостях Иван Охлопков, президент и тренер команды Саха Рестлинг ММА. Доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, во-первых, поздравляю с тем, что бойцы попали в такую лигу. Это Спасибо. действительно очень здорово. Ну что ж, расскажите, во-первых, как все это произошло? Во-первых, доброе утро. Ну, как произошло? В течение года с лишним у нас велись переговоры. В то время был мой друг Шамиль Зауров, президент сейчас нынешней организации. Он тогда был вице-президентом. И он всегда говорил: Ваня, жди, брат, твоих якутских бойцов мы обязательно подпишем. Чуть-чуть терпения, говорил всегда. Ну и получилось так, что как Хабиб Нурмагомедов, наш чемпион, непобежденный, непобедимый чемпион, выкупил организацию, и на первом же турнире нам предоставили шанс нашим якутским бойцам, двоим ребятам, чтобы там они выступили. Это получается Узейр Абдураков и Октябрин Яковлев. Ну это прорыв. Ну, я считаю, так нормально. Ага. Ну вот это вот действительно, как вот это происходит? Вас приглашают в Москву, вот куда, в какое-то помещение, там осмотрят вес, медосмотр, или просто начинают просто вот бумага? Это перед боями или как? Ну, вообще, или вот в общем? именно вот как становишься именно участником, получается? Ну, в общем, легионером. Такая процедура не быстрая на самом деле. Изначально велись переговоры с Камалом, Светланом Магомедовым, это промоутер Хабиба и многих наших российских бойцов. И потихоньку так и так сошлось на «да», получается. Вот тогда давай перейдем немножко на тренировки. Как тренируется боец, который способен попасть в эту лигу? Ну, боец способен, который попасть в эту лигу, должен быть профессионалом, немалым рекордом и с хорошим любительским багажом. То есть база должна быть какая-то. Да, база хорошая должна быть. Ну и не обязательно она должна быть там именно ударно-пинательная какая-нибудь, да, или как? База, ну, на самом деле это вид спорта такой наш. Сама о себе говорит же, смешанные бои. Да. Там и выступают действующие, то есть базовые вольники, базовые боксеры, кикбоксеры, тайцы, там, грэплеры. Там из всех видов спорта единоборств, ребята, даже с карате, там, с тэквондо, дзюдо, самбо. Иван, ты также являешься, да, бойцом действующим, правильно? Организации, да. Вот, также ты и тренер. Да. Как ты совмещаешь все это? На самом деле это, честно сказать, чуть-чуть тяжеловато все это совмещать. Поэтому как-то стараемся. Хорошо. И сейчас мы будем разговаривать в прямом эфире с Узаиром Абдураковым. Доброе утро, Узаир. Приветствую, приветствую. Что ж, не забывай, что рядом сидит твой тренер. Да, я вижу. Приветствую его. А расскажи, пожалуйста, твои первые ощущения, когда ты подписал контракт. Знаешь, ощущений таковых больших, сильных не было, каких-нибудь эмоций. Потому что до этого тоже дрался в больших организациях. Как обычно все прошло. Иван позвонил, сказал, что есть шанс подраться в новой лиге. UFC Хабиб ее выкупил. Для бойца с Якутии или с Якутска, откуда я, это большой шаг. Конечно. Ну то, что ты не волновался, говорит о том, что ты уверен. Да, конечно. Ну таковых сильных эмоций не было, потому что я знал, что я со временем попаду в такую организацию, потому что я очень усердно тренируюсь, не жалею себя. Иван Охлопков это знает прекрасно. И я знал, что в скором времени я попаду в такую большую организацию. Отлично. Узаир, большое спасибо тебе за подключение и поздравляю тебя с этим успехом. Спасибо.
Что ж, еще раз напомни, кто подписал контракт? Узаир Абдураков и... Октябрин Яковлев. Да. И еще третий наш якутский боец. Это мало, то есть больше как бы узнаваемый боец, как и наши ребята. Это Григорий Барашков. Григорий Барашков. Ну, то есть это третий боец, который подписал? Да, он как раз таки подписал контракт UFC с весе вот Узаира Абдуракова. Очень конкурентный вес, так что Грише надо будет хорошенько готовиться. Хорошо. И Григория Барашкова мы тоже также поздравляем. Ну и в конце, Иван, я бы хотел тебя позвать в прямом эфире на спарринг, вот здесь, прямо здесь. Но, к сожалению, мы не подготовили перчатки. Ничего страшного. Я бы хотел, пользуясь шансом, поблагодарить моего друга Шамиля Заурова, президента организации UFC, и пожелать ему удачи в предстоящем бою 15 января в Дубаях. Иван, большое спасибо, что ты пришел к нам в студию. Поздравляю с этим огромным успехом. Дальше только больше. Спасибо. Что ж, а мы переходим на коротенькую рекламу. Не переключайтесь. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, 3-й этаж. Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор. Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай! Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Впервые в Якутске стильные и роскошные шубки из натурального меха от крымской меховой фабрики Do It For. Новая коллекция. Все изделия из канадского сырья. Модницы Якутска, нам есть что вам предложить. Улица 50 лет Советской армии, дом 3. Торгово-выставочный центр Сахабулт. Мы воплощаем ваши заказы в жизнь, изготавливая ордена, медали, значки и памятные знаки, чтобы вы могли увековечить знаменательное событие в своей жизни или истории предприятия. Драгоценности Якутии. Ну что ж, хотели бы еще раз напомнить, что в прямом эфире работает номер WhatsApp 8 914 279 22 62. По этому номеру вы можете отправить свои поздравления близким и родным. А далее мы хотели бы передать слово нашим коллегам из информационной службы новостей. Утренний эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Районы Якутии готовятся к вакцинации от коронавируса. Первое в этом году селекторное совещание с главами районов провел накануне Айсан Николаев. Он поручил руководителям районов подготовить пункты вакцинации от коронавируса в медучреждениях, сделать списки вакцинируемых, организовать выезд бригад в крупные промышленные предприятия. Практика уже показала особенности в вакцинации. Она имеет ярко выраженные особенности. Это анкетирование, врачебный осмотр, обязательное соблюдение холодовой цепи. На одного пациента тратится от 40 до 60 минут, сказал Айсан Николаев. В связи с экстремально низкими температурами на автозимниках образуется наледь и повышается вероятность несчастных случаев. Об этом предупреждает служба спасения республики. По данным Минтранса региона, наледи отмечаются на автозимниках «Арктика», «Индигир» и «Мома». По состоянию накануне полностью открыты 10 автозимников. Также открыты 30 участков на 6 ледовых трассах. Действуют порядка 40 ледовых переправ. Россияне с этого года будут получать специализированную, в том числе высокотехнологичную медпомощь бесплатно. Это следует из новых правил госгарантии, которые вступили в силу. В новой программе учтены особенности работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавирусной инфекции, чтобы даже при повышенной нагрузке, которая ложится на больницы и поликлиники, пациенты были обеспечены необходимым лечением. Ранее мероприятия авансировались из фонда обязательного медстрахования в размере не более 50%. Теперь они получают платежи до 100% вне зависимости от объема оказанной помощи и могут расходовать эти деньги на текущие нужды.
Вакцину Якутского научного центра «Хатубакт» применяют коневодческие хозяйства Новосибирской области, Алтая и других регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона. «Хатубакт» реализовал ветеринарные вакцины на 3 миллиона рублей в 2020 году. Разработана вакцина против мыта лошадей. Это инфекционная болезнь, распространенная особенно среди молодняка. Аналогов этих вакцин нет в России, рассказал директор центра Михаил Неустроев. По словам ученого, около 42% кобыл в Якутии не дают приплода. Распространенной причиной этого являются инфекционные болезни животных. Уже вторую зиму Леонид Валитов из Екатеринбурга, массажист по профессии, но художник по призванию, радует своих соседей гигантскими рисунками на хоккейном корте. Для создания снежных картин мужчина использует всего 2 предмета – рисунок и лопату. Он создает эскизы в фотошопе, делает разметку, а затем переносит ее на корт. Ради своего хобби Леонид даже жертвует сном. Мужчина рисует картину ночью, поскольку в такое время на корте безлюдно. Кроме того, снег ложится ровным слоем, что значительно упрощает процесс. Работа над одним стандартным рисунком занимает до 5 часов. После первых же рисунков я увидел, что соседи очень заинтересовались этим, поскольку они видят со своих окон эти рисунки, и это поднимает им настроение. Они делятся своим восторгом в комментариях, хвалят. Это очень приятно, это очень греет и вдохновляет на дальнейшее продолжение творчества такого. Сегодняшняя идея посвящена насущной проблеме, но я постарался, как обычно, выразить это в более юмористической форме, да. Это зверек, изображение которого я нашел в сети, и подумал, глядя на него, поскольку он машет рукой, прощается с кем-то, я решил приурочить это к прощанию с ковидом, которого мы все ждем. Показ кинокартины якутского режиссера Дмитрия Давыдова «Пугало» стартует в кинотеатрах страны 18 февраля. Главная героиня фильма – знахарка, отшельница. Ей немного за 40. Люди избегают ее, но в то же время приходят к ней за чудом в надежде на исцеление. Фильм режиссера получил гран-при фестиваля «Кинотавр» в прошлом году, а также стал обладателем приза зрительских симпатий 18-го международного кинофестиваля «Меридианы Тихого». Кроме того, 18 января картину представят в Норвегии на международном кинофестивале. Мы следим за развитием событий. Всего доброго и удачного дня. У каждого человека в жизни наступает определенный момент в жизни, когда хочется все поменять. Но те или иные причины заставляют этого не делать. Будто причины – это быт, семья, друзья, работа и так далее. А перемен все же требуют наши сердца. И о том, как же все-таки начать саморазвиваться и поменять свою жизнь, об этом мы поговорим с нашим следующим гостем. Это Анна Кривошапкина, бизнес-тренер. Доброе утро, Анна. Доброе утро. Как у тебя настроение? Отлично. Очень давно так рано не просыпалась, кажется. Ну, здорово. Все бывает, мало-мальски в первый раз, да? Ну что ж, итак, человек штатный вдруг решил, не вдруг, возможно, да, а долго к этому шел, возможно, поменять свою жизнь. С чего же начать? В первую очередь нужно начать с формулировки конечной цели. Либо что в конце концов он хочет все-таки поменять. Что должно измениться, да, что должно случиться, чтобы он сказал, все, теперь я живу по-другому. Доволен, да? Ну, то есть, получается, да, вопрос такой неоднозначный, да? Что значит конечный итог? Здесь чем точнее сформулировать, да, тем лучше. Например, если человек хочет не знаю, что-то купить, например, хочет поправить свое финансовое положение, например. Соответственно, здесь нужно определиться с какой-то конкретной суммой, например, или и также с конкретной датой, когда он это хочет достичь. Ну, то есть, получается, делится на 2 типа. Это краткосрочное, да, что-либо, приобретение какого-нибудь товара, например, и что-то планомерное, которое будет продолжаться на протяжении долгого времени, правильно?
Да, тут цель может быть там условно одноразовая, да, там Мгм. один раз что-то купить, например, да, Мгм. либо это может быть какая-то долгосрочная постоянная цель, там повысить свой доход на сколько-то там, например, процентов. Ну что ж, например, человек захотел купить новый телефон. Но, скажем так, он живет своей жизнью, имеет свою зарплату, которая как раз-таки и хватает на месяц, да, с учетом всех растрат семейных, личных, например, да. Что же делать, если все-таки хочется взять телефон, но не хочется залезать в долги? Здесь нужно сперва определиться вот с суммой, ну, с Мгм. какой телефон мы хотим, да, там, какую сумму мы готовы на это положить, да, Мгм. и какой срок. Соответственно, если, например, мы там хотим какую-нибудь там новую модель последнюю, хотим Мгм. ее, не знаю, там через 2 месяца. Соответственно, дальше мы декомпозируем эту цель. Это значит, что мы делим ее на маленькие кусочки. Например, если это там какая-то определенная сумма, то, соответственно, мы ее делим на 2 месяца, чтобы получилось в месяц, а потом получилось неделю, сколько нам нужно откладывать. На Мгм. самом деле резерв есть у всех. Там, знаете, такая маленькая мелочь, которую мы возле кассы там что-нибудь купим, да, Мгм. которая в план не Соки, входила, но воды, сладкое. там, да-да-да-да. То, что от чего можно там временно отказаться на этот же срок, например, да, и, соответственно, инвестировать эти деньги в следующую покупку. Это вот исходя из точки там, здесь и сейчас, да, соответственно, вы смотрите, сколько вам нужно начать экономить, и, соответственно, начинаете это закладывать себе на будущую покупку. Мгм. Ну, действительно, у человека есть какие-то постоянные расходы, как сходить с друзьями куда-нибудь, да, например. То, что можно действительно в этот промежуток времени не делать для того, чтобы достигнуть своей цели, правильно? Ну что ж, это Да, вот все верно. про краткосрочную, да, цель какую-то. А если цель действительно улучшить свою жизнь, которая будет, ну, на протяжении жизни, скажем так, продолжаться? Здесь уже нужно подходить в такую более качественную историю, да, там надолго отказаться, например, от встречи с друзьями, это скорее нежелательно, да, чем там на какой-то короткий период. Мгм. Соответственно, здесь нужно исходить больше из истории не сокращения расходов, а наоборот добавления себе каких-то новых источников дохода. Мгм. А Это как же это может быть сделать? там как это может быть какая-нибудь там подработка разовая или периодическая, да, это может быть какая-то история с там, второй работой, там, совмещением каким-то, да, или может быть даже там условно такой бизнес на выходных. У меня там Мгм. есть знакомые друзья, которые там работают в найме, и при этом у них есть там бизнес, который там они занимают у них там до 3 часов в неделю Мгм. и как бы приносят достаточно дохода там от 100 тысяч, может быть. Невероятно. Вот, например, послушай такой случай. Случай, если я живу в деревне. У меня супер аутентичная, размеренная жизнь, как и у моих родителей, да, ничего не менялось на протяжении веков, но все-таки, да, в это время интернета я хочу все-таки что-то поменять. Как мне быть? Вот здесь я очень часто люблю повторять своим там, клиентам, знакомым, друзьям, кто обращается ко мне, что нельзя решить проблему на том уровне, на котором она возникла. Соответственно, нужно немножечко там, стать лучше, да, стать каким-то там другим человеком, Мгм. чтобы эту задачу решить. А это можно сделать там, 2 самыми простыми способами. Самый первый — это обязательно учиться Мгм. чему-то новому, да, и второй момент — это поменять себе свое окружение. Мгм. Свое окружение, конечно, с буренками не поменяешь за раз, например, да, если ты живешь в деревне и ты доярка, например. А вот про учебу это очень хорошая действительно идея. А тут можно как бы совмещать, потому что если вы, например, идете учиться там на какие-то курсы или там что-нибудь такое, да, соответственно, там есть люди, тоже ваши единомышленники, возможно, да, они там с такой же целью пришли на это обучение, соответственно, вот вам и окружение. А можно начать в другую сторону. Мгм. Сперва найти людей, которые живут той жизнью, которая вам кажется привлекательной, да, и спросить у них. Ну, Так то есть, я, например, да, на самом деле, да, интернет просто пестрит всякими каучерами, обучениями и так далее, и ты просто видишь все это и, конечно же, подчас не доверяешь. Как же довериться? здесь это чаще всего чья-то рекомендация. Я сама там буквально 2 года назад встретила, там, у меня такая же была мысля, что хочется там, немножко поправить себе свое финансовое положение, улучшить его.
И я пошла просто к знакомой, которую на тот момент я считала, что она зарабатывает достаточно хорошо. И я у нее просто спросила, ну, что она делала, где она училась, и она мне посоветовала курсы. И вот я на них сходила. Было страшно на самом деле, потому что необычное для меня поведение, да, там, незнакомый для меня курс был, по крайней мере. Но я подумала, что он там стоит там, сущие копейки. Я подумала, что лучше попробовать, рискнуть, и зато будет что-то интересное. Ну что ж, реально Анна, так и случилось. катализатором просто того, что ты вступила в какое-то обучение, это именно мнение других остальных знакомых, правильно? Большое спасибо Да, скорее тебе за рекомендации. подключение. Дальнейших успехов, Анна. Продуктивного дня. Ну что ж, действительно хорошая идея, да? Чтобы развиваться, постоянно надо обучаться. Мы переходим на коротенькую рекламу. Не переключайтесь. Компания «Денежный поток» предлагает займ пенсионный. Порадуйте своих близких и не забудьте о себе. Филиалы по всей республике. Наш адрес – город Якутск, улица Дзержинского, дом 11, первое крыльцо, 3-й этаж. Впервые в Якутске стильные и роскошные шубки из натурального меха от крымской меховой фабрики Do It For. Новая коллекция. Все изделия из канадского сырья. Модницы Якутска, нам есть что вам предложить. Улица 50 лет Советской армии, дом 3. Торгово-выставочный центр Сахабулт. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Мы воплощаем ваши заказы в жизнь, изготавливая ордена, медали, значки и памятные знаки, чтобы вы могли увековечить знаменательное событие в своей жизни или истории предприятия. Драгоценности Якутии. Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор. Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Ну что ж, сегодня 13 января, среда, и в связи с установленным низким температурным воздухом, да, в городском округе учащимся с 1 по 8 класс все они переходят на дистанционное обучение с 13 по 18 число, сообщает пресс-служба администрации города Якутска. Что ж, так что будете учиться дома. Что ж, и у нас есть одно поздравление, очень приятное. Хотелось бы его зачитать. С добрым утром всех со Старым Новым Годом. Всем добра и мира, счастья и здоровья. Пусть будет у нас все хорошо. С приветом с города Алдан. Что ж, мы тоже передаем тому человеку, который отправил нам поздравление. Действительно, мы тоже хотим пожелать вам хорошего дня и поздравляем со Старым Новым Годом. Ну что ж, и у нас четвертый гость, очень не менее интересный, хочется сказать. Точно тот человек, который решил что-то в жизни поменять и сделал это. И у нас в гостях Жанна Ушканова, домохозяйка, жительница Канады. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Жанна, как у тебя настроение? Все отлично, спасибо большое. Я знаю, что в Якутске сейчас утро, Да. а у нас уже практически вечер, 6 вечера. 6 вечера. Да, так что мне доброго вечера. Тебе доброго вечера. Правда что? Да. Доброго времени суток. Ну что ж, расскажи, Доброго. Жанна, вы переехали в Канаду. Когда это было и как это произошло? Мы переехали в Канаду буквально 6 лет назад, пошел шестой год, и это был декабрь месяц 2014 года. Приехали мы не то чтобы резко, но мы к этому готовились, конечно. Готовились мы к этому буквально, наверное, 4 года, достаточно долго. 4 года, чтобы переехать. Да, да. То есть мы собирались все с тем, чтобы собрать документы и так далее, и ожидать ответа. Ну, это, значит, получается не так уж и просто, как думается на первый взгляд. Если кратенько, расскажите, какие вот основные этапы подготовки были? В нашем случае заявителем был мой супруг Дмитрий. Он работал в Ванкувере, и с Ванкувера он уже подал заявку на то, чтобы на миграцию, да, и после мы уже ждали где-то 4 года, полностью мы ждали 4 года. Вот. Но то, что вот у некоторых, знаешь, некоторые переезжают буквально за полгода, некоторые
приезжает за год, за полтора. То есть тут невозможно сказать точно, как это получится, в зависимости от насколько разные у людей ситуации. Ну, это, конечно, да. Ну что ж, вы переехали. Сейчас вы в каком городе живете? Сейчас мы живем в столице Канады, Оттава. Буквально 2,5 года мы жили в Торонто, мы переехали в Торонто. Знаешь, когда мы туда въезжали, мы даже не планировали там жить, потому что это такой город, это мегаполис. Мы планировали жить в маленьком городке, но нам он не понравился, и мы сели на автобус, поехали в Торонто. На тот момент нашей старшей дочке было 10 лет, и мы въехали в даунтаун на автобусе среди таких огромных, знаешь, высоченных зданий. Наши глаза буквально просто полезли в лоб. Немножко было страшно, но мы были уверены в своем решении, мы были уверены, что будет все отлично, поэтому 2,5 года в Торонто были самые лучшие для нас. Мы там родили нашу вторую дочку. В центре города она у нас появилась, Виктория. И через 2,5 года мы переехали в Оттаву, и сейчас уже 3 года живем в Оттаве. Здорово. Ну, расскажите, чем вы занимаетесь в Оттаве? Как там живется? Сейчас у нас происходит локдаун, как, наверное, в большей части земли, да. А так у меня муж, он тренер, он спортсмен известный, наверное, его люди знают. Всем привет, Вот, его давайте, знает. да, давайте напомним, что Жанна является супругой Дмитрия Ушканова, нашего знаменитого бойца. Спасибо большое. Ну, Диме привет отдельно тоже. Да, Ага. обязательно. Так, и он Так вот, тренер. ну, я сейчас учусь на декоратора, дизайнер интерьера и так далее, да. Но до этого у нас был флористический магазин, бизнес, но мы его благополучно закрыли. Но это было больше как хобби, наверное, да, для А души. что за магазин был? Флористический. Флористика, да. Да. Здорово, интересно. А сейчас, получается, Дмитрий тренирует детей, да? Или взрослых? Он с самого начала, как мы переехали, он тренирует, сам тренируется. Так вот. Ну, отлично. Ну что ж, немножко перейдем к быту. Как же без этого? Сколько стоит квартплата? О, ну это Как к такие... этому у вас дела? Это достаточно, скажем так, в среднем, вообще, скажем так, значит, квартплата, там же электричество, свет и так далее, это все в зависимости от дома. То есть если человек снимает квартиру, то или у него есть квартира, да, допустим. Давай определимся, он снимает или он владеет этим? Ну, Потому что... наверное, на первый момент, конечно же, это аренда, да? Давай начнем с того, что если аренда. Вдруг, если кто-то решил ехать, да? Хочу сразу сказать, не надо сжигать мосты и продавать все на свете, потому что всегда нужна подушка безопасности. Знаю несколько семей, которые все продали, переехали в Канаду, и у них ничего не получилось, и сейчас у них одно желание вернуться в Россию или в СНГ, да, но, к сожалению, некуда. Их не удовлетворить надо. Есть такое. А есть такие, у которых действительно там успешный успех, да, то есть, вот. И что касается аренды, нужно обязательно, естественно, понимать, что если вы решили переехать, у вас должно быть достаточно большое количество денег на год вперед и даже полтора за арендную плату вашей квартиры. В среднем я буду говорить о Торонто, наверное, потому что все сейчас переезжают в Торонто. В среднем где-то $2000 канадских. Это примерно 59 рублей. Жанна, расскажи о таком вопросе, да, у меня вопрос такой про визу. У вас какая виза? PR. PR — это permanent resident, то есть мы сейчас являемся как это сказать? Неполноценно? Не до конца? Или, возможно, как-то так, да? Ну, но на пути к этому, да? А дети чем занимаются? Ходят в сад, что-то делают, в школу? У нас старшая дочка учится в старшей школе. Уже в следующем году она в 12 классе будет, уже выпускница. Ничего себе, здорово. Здоровская школа, потому что это школа творчества для творческих детей. Мы специально переезжали в Оттаву, потому что это одна из лучших школ. Она учится на Visual Arts, будущий мультипликатор. Классно. Вот она Жанна, уже знает, что будет поступать.
Ага, большое спасибо за подключение. У нас, к сожалению, время ограничено, я бы с тобой еще больше поболтал бы. Дмитрию большой привет и отличного вечера. Обязательно. Обязательно. Спасибо большое за приглашение, очень приятно. А можно передать всем привет Обязательно, обязательно. нашим друзьям и близким? Огромный вам большой привет с наступающим Старым Новым Годом. И всего самого наилучшего. Мы вас любим. До свидания. Вот. Жанна, еще раз спасибо. Ну что ж, а далее мы хотели бы вам показать отличную песню новогоднюю, которую исполнит наш знаменитый тиктокер. Смотрим. Когда приходит год молодой, а старый уходит вдаль, снежинку хрупкую спрячь в ладонь, желание загадай. Смотри с надеждой ночную синей, крепко ладонь сжимай. И все, о чем мечтала, спроси, загадывай и желай. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит вмиг мечту твою. Если снежинка не растает, твоей ладони не растает, пока часы 12 бьют, пока часы 12 бьют. Когда проходит год молодой, а старый уходит прочь, давно свершится мечте любой, такая уже эта ночь. Сносит вокруг, и замрет вокруг преддверие новых дней. И обернется снежинка вдруг, жар птицы в твоей руке. И Новый год, что вот-вот настанет, исполнит миг мечту твою. Если снежинка не растает, твоей ладони не растает, пока часы 12 бьют, пока часы 12 бьют. Ну что ж, хочется сказать с наступающим Новым годом, и я буду прав, потому что в ночь с 13 по 14 января отмечается Старый Новый год по старому юлианскому календарю. Люди верили, что если в день Нового года есть в доме деньги, весь следующий год, да, получается, последующий будет в деньгах. А коли первый день веселый будет, да, то и весь год тоже будет веселым. И выпавший на Новый год снег или туман тоже предшествует урожаю. Что ж, наши дорогие телезрители, желаю на сегодня вам хорошо провести этот день. Пусть он будет продуктивным. Подготовьтесь к Старому Новому году. Будьте всегда энергичны и преуспешны. Что ж, всем пока.